Государственный ансамбль песни и танца Республики Коми имени Виктора Морозова «Асия-Кыя» влюбил в себя сотни белорусских зрителей. В городах Гродно и Минск ансамбль представил концертную программу в двух отделениях «Поклонимся великим тем годам» и «Север – наш край». Гастроли прошли при поддержке главы республики Владимира Уйба. Арина Попова о том, как принимали наших артистов местные жители. Полтора месяца усиленной подготовки, бесчетные часы репетиций, оттачивание своего мастерства. Участники «Асия-Кыя» сделали все возможное, чтобы представить Республику Коми во всей красе. 2024 год для Беларуси знаковый. 80 лет назад советские солдаты полностью освободили ее территорию от немецко-фашистских захватчиков. Наш Коми-край вошел в число 17 субъектов Российской Федерации, ставших причастными к празднованию этой великой даты. А потому с еще большим трепетом артисты предвкушали это культурное турне. Мы чтим память всех, кто отдал жизни за освобождение нашего общего народа. Ведь русские, белорусы – это братские народы. И при организации гастролей хочется сказать огромное спасибо белорусской стороне, которые приняли нас с радостью. Я не знаю, как сказать. То есть мы еще туда не доехали, но впечатления уже самые положительные. По просьбе принимающей стороны филармония привнесла в концерт и национальный колорит Республики Коми. Первое отделение «Поклонимся великим тем годам». Второе – «Север – наш край». Активные сборы, 3 суток в пути, и коллектив оказался в культурной столице Беларуси – городе Гродно. В стенах местной областной филармонии зрители не только окунулись в творчество финно-угорских народов Севера, но и прониклись чувством благодарности к подвигу советского солдата. В первом отделении звучали всем знакомые «Катюша», «Смуглянка» и другие произведения, от которых сердце горит ярче, а глаза полны слез. Каждый остался под большим впечатлением. Первое отделение просто потрясающее. Нужны такие программы, нужны такие концерты, и нужна эта память. Впечатление просто нету слов. Военная тематика, без слез нельзя было смотреть. Волнение какое-то, какая-то тревога внутри за то, что было. И как-то это все преподнесли с такой любовью, таким пониманием, что без слов все было понятно. Не теряя ни минуты после шквала оваций, артисты отправились в Минск. Здесь их ожидала встреча со зрителями уже Белорусской государственной филармонии. Как и в первый день выступления, пронзительные номера первого отделения не оставили никого равнодушными. И по-особенному гости представления влюбились в красочный «Север», показанный во втором отделении. Здесь жемчужины музыкального наследия Республики Коми. Народные мелодии и авторские сочинения коми-композиторов Якова Перепелицы, Прометея Чисталева и других. Многие произведения исполнялись на национальном языке нашей республики, однако были понятны и тепло приняты зрителями. Этот грандиозный концерт в очередной раз напомнил, что все мы – братские народы, а также дал старт творческому обмену республик. Наш зритель с нетерпением ждал столь яркого концерта, и сегодня наши мечты осуществились. Прежде всего, наша сцена знаменита тем, что это главный академический холдинг страны, и только лучшие коллективы на постсоветском пространстве выступали неоднократно на нашей сцене, а также недолг тот час, когда мы в рамках в будущем подписанного меморандума о сотрудничестве планируем посетить гостеприимную филармонию Республики Коми. Вместе с «Асия-Кыя» в Беларусь выезжала и министр культуры и архивного дела Коми Гульнара Идрисова. Она отметила, значимость этой поездки велика. Очень знаменательно, что наша поездка начинается именно в Гродно, потому что Гродно – это город-побратим одного из наших городов в Республике Коми, города Ухты, и поэтому мы действительно эту поездку решили начать именно с этого города.
И хотелось бы, наверное, также отметить, что для нас крайне важно участие в мероприятиях, посвященных 80-летию, поскольку мы, так же как и белорусы, как и многие другие национальности нашей большой страны, Советского Союза, тогда активно принимали участие жители нашей республики в освобождении нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков. Этот гастрольный тур прошел при финансовой поддержке правительства Коми. Теперь в нашей республике ждут гостей из Беларуси. В планах уже значится визит с ответной концертной программой на 2025 год, когда наша страна будет отмечать 80-летие со дня Великой Победы в Великой Отечественной войне. Арина Попова, Павел Люлянмин, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывкар, Гродно, Минск.